был чистый геноцид. Убитых столько людей, и сегодня никто даже не извинился перед ними. У президента Российской Федерации не хватило столько слов и времени в отношении целого народа сказать, сколько он сказал в отношении погибшего милиционера 1 мая. Хотя его тоже жалко. Если сегодня говорят, руководство какой-то республики принимает решение о несовместности, невозможности проживания с другим народом, ну это фашизм. Все молчат. И никто не дает оценки. Вот эта политика, разделяя власть на Кавказе, она присутствует и сегодня. Есть любимые народы, есть нелюбимые народы. Из-за того, что геополитика России сегодня на Кавказе такова, что из этого можно ставить под танки целый народ, мы с ними согласны. И сегодня Ингушетию хотели разыграть на Северном Кавказе. За счет нас ударить по Чечне, разобраться с Дудаевым. Мы это не позволим. Не позволяли, не позволим. Значит, идти на брата через наши трупы. Кроме того, что у нас 410 убитых, кроме того, что мы имеем полностью сожженные села, кроме того, что мы сегодня имеем нерешенные вопросы на всех флангах, на всех границах, мы вот это все, что имеем. И сегодня ни один вопрос не решается. И мы видим по нашему анализу, по встречам, по диалогу, мы поняли, никто это решать не собирается. Дали решение съезда. Решение съезда было хорошее, но не выполняется. Ждали постановления Верховного Совета. Решение было, но не выполняется. За это время поменялось 5 глав администрации. Каждый из них обещал, что решит проблему, а проблему мы говорим только одна – вернуть людей в места своего проживания. Людей нужно вернуть в свои дома. Ингуша в свой дом, осетина в свой дом, все, кто вышел из зоны конфликта, в свои дома. И уже сегодня находится 5 глава администрации, уже есть решение и постановление Совета министров Российской Федерации, но никто, вот по нашему анализу, выполнять их не собирается. Поэтому я хочу довести до людей правду, а потом предложить вот пути дальнейшей жизни и движения Ингушской республики. Ну, я вам примерно так скажу. То есть оставаться сегодня в такой ситуации, в какой мы находимся сегодня. Ждать, что когда-нибудь на наши проблемы обратят внимание. Второе. Не подписывать федеративный договор, мы его не подписывали. Не ратифицировать новую Конституцию Российской Федерации, отозвать своих депутатов и ждать, когда вот руководство России придут настоящие демократы, в которых не на словах, а на деле будут отстаивать права человека. И последний путь на основе нашей декларации о суверенитете провести референдум о выходе из состава России и строить отношения с Российской Федерацией на основе международного права и добиваться. По первому пути я уже не верю, у меня никаких иллюзий нет, что кто-то будет решать. Почему? Потому что есть политика, и мы же поняли. И разыгрывать нас мы больше не позволим. Все-таки ингуши гордый народ и умеет за себя постоять. Я распустил правительство в связи с тем, что республика вот только-только образовалась, поэтому я считаю, что они свою стартовую задачу выполнили. Потом пошла пробуксовка некоторых программ. Мы пришли к мнению, что необходимо распустить правительство. Мы не можем сегодня, если любая республика может сегодня вот так, как то правительство работает, то мы сегодня не можем таким образом работать. Мы должны работать в 2-3 раза быстрее во всех отношениях.